Доброго вечера. В эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы говорим о наиболее важных для страны темах и приглашаем в студию наиболее интересных людей. Сегодня у нас очень интересные собеседники. Оба, это одна справа от меня, прекрасная Марина Данилюк-Ермолаева. Здравствуйте. Марина журналист и блогер. Она такая очень яркая, очень такая резкая в суждениях своих, что мне, например, очень нравится. Вот. А слева от меня сидит Андрей Карпов, которого больше знает как Андрей Полтава. Да, это самый популярный видеоблогер украинский. Вата-шоу, наверное, почти все смотрели. Но если кто не смотрел, немедленно ищите и подписывайтесь. Я сегодня не мог к эфиру нормально готовиться, потому что я ржал. А у Андрея такой формат, он специфический формат. Он разговаривает с ватниками, да, вот прям с такими россиянами. Это персонажи из абсолютных каких-то водевилей, значит, которые пытаются там его что-то троллить, но у них ничего не получается, потому что Андрей их загоняет под лавку просто. Это обычный русский мир, ребята. Это никаких постановок, все. То есть это вот люди, которые просто... Это просто люди, случайно попавшие, случайным образом с ними соединяют. Все думают, что ты там, мне говорят, Андрей, ты кому-то там звонишь, там кого-то выбираешь. Это просто вот... Но они какие-то отборные прям, вот прям отборные. Это не я их отбирал, мне кажется, это Путин селекцией как-то занимался там специальным образом, поэтому... Вот смотри, я думаю, что у тебя, мы, кстати, говорить сегодня будем об информвойне везде, в Ютьюбе, в Фейсбуке, в телевизоре и так далее, и так далее. Но у нас любят спорить, сколько россиян сошли с ума, ну какой процент. Да, вот у Андрея есть такая своя выборка, он же видит, ты же случайно, это всех людей попадают тебе в чате эти люди, да, случайным образом. Да. Вот какой процент россиян зомбирован напрочь? Ну, ты говоришь, сойти с ума, чтобы сойти с ума, надо его иметь как бы сначала. Процент россиян, ну, там есть вот эти пресловутые, сколько там, 80... Говорят, что 86%. 86%. Ну, реально, если говорить о адекватных людях, ну, я встречал, ну, мне кажется, 5% адекватных. Ну, вот Смолюк то же самое. И то, знаешь, это, как это выглядит, меня спрашивают, почему ты не показываешь адекватных? Ну, потому что они мне говорят, Андрей, мы тебя смотрим, твое Вата-шоу, спасибо, нас не показывай, потому что у нас будут проблемы. То есть нельзя забывать, что это действительно тоталитарное общество, и действительно их преследуют за репосты в сетях, а за мои видео там, наверное, вообще расстрел, ну, условно говоря. Это 282 статья, по-моему, у них там разжигание. Разжигание ненависти по-разному. Вот, там, мне обещают постоянно, как говорит власть, поменяется в Украине, готовься. Так что. А что говорят таким прекрасным девушкам, как ты? Насколько тебя любят вот пропагандисты русского мира? Ну, я даже больше скажу, ты выступал недавно, вот был в Трускавце этот блогерский шабаш бандеровский, вот, и ты там очень резко говорила на вот этих каналах пророссийских здесь, да? И сейчас тема номер 1 как бы обсуждается, 112-й, News One и так далее. Вот как к тебе относятся люди, которые там работают, и как ты к ним относишься? Ну, скажімо так, звичайні журналісти, з якими ми перетинаємось в пулах, вони налаштовані до мене доброзичливо, тому що вони поважають мене як професіонала, зате от ті, хто там зірки в кадрі, вони мене недолюблюють. Тому що часто в своїх ефірах я дозволяю собі говорити різко про те, що я думаю. Тому що, знаєте, нам насправді треба думати не стільки росіян зараз там ненавидять країну і не рахувати відсоток росіян, нам треба думати про голови наших громадян, які живуть тут, які в коментах часто мені під постами чи в приватні повідомлення пишуть: «От, коли власть поміняється, ми тобі покажемо». Чи, наприклад, коли я недавно розкопала історію з Денисом Жарким, це от людина, яка раніше була експертом на Ньюсфронт, виступала там, значить, на телеканалах Новоросії ТВ, вона зараз веде ефір на 112 каналі. Лише після мого посту увагу на цю людину звернув генеральний прокурор Юрій Віталійович Луценко і надіслав свій запит до СБУ. До того, як зізнався сам генпрокурор, він вважав, що це не ведучий, а гість. І от, знаєте, якщо ми самі, журналісти, не будемо випилювати поганих овець зі свого стада, ніхто нам не допоможе. Тому що, на жаль, у нас от дуже чітко намітилися тенденції, коли у нас свободу слова підміняє інформаційна зброя.
коли у нас, знаєте, от дуже широко поширюється теза, що ми такі самі, як і Росія, що ми діємо такими ж методами, як Путін, що ми душимо свободу слова і так далі. Третє, знаєте, от дуже неприємно, тому що у нас, на жаль, не виростає когорта журналістів толкових, розумних, які от можуть бути грамарами нації, які можуть працювати з мізками людей, бути авторитетами для мас народу. Зато от дуже активно, як гриби після дощу, виростають журналісти, яким пофіг де працювати, їм пофіг, хто власники їхнього ресурсу. Вони можуть множити темники Медведчука, Портнова, власників в своїх каналах. Вони можуть фальсифікувати реальність. От була недавно історія з такою зіркою Страни.ua, як Івашкіна, і мені було дуже неприємно, коли після того, коли вона чітко зізналася, що вона фальсифікувала статті про Олега Сенцова, називала його терористом, писала, що йому начебто везли бомбу, знайшлися журналісти, авторитетні журналісти, які захищали і писали от відверто: ну, вона же красива дівчинка, давайте її простимо. Це аргумент величайший, і дадім второй шанс. Це дуже поганий аргумент, тому що, знаєте, я вважаю, що вона може йти в письменниці, вона може там побудувати кар'єру в індустрії краси, в кіно, але в журналістиці я б не хотіла її бачити десь в якомусь авторитетному. То есть, если бы Путин был красивой девушкой, то, в принципе, мы бы тоже могли простить все злодеяния. Ну, да? попросил бы прощения разок. Ну, в принципе, никаких проблем нет. Но вот сейчас такую грустную картину украинской журналистики нарисовала наша Це прекрасная дуже Марина. об'єктивна картина. Ну, я как ведущий ничего не буду говорить, но хотя погоджусь в целом. Но есть у нас и другие журналисты, например, журналисты старой формации, надеюсь, он не обидится на меня, Роман Цымбалюк, который задает на российском телевидении, он же в Москве единственный аккредитованный журналист, вообще украинский остался, и он ходит, задает вопросы и Путину, и другим людям. Этот человек, ну, его называют человек-вопрос, он задает такие вопросы, когда Путин сразу проговорился про свою армию в Крыму первый раз, второй про Донбасс он проговорился, еще в третий раз проговорился, что то есть каждый его один вопрос становится новостью мировой, да. Но вот последний раз он специально пошел шоу на канал ТВЦ, такой один из пропагандистских таких каналов российских, потому что там был Медведчук. Медведчук, понятно кто, это фактически хозяин 112-го и Ньюсвана, там под разными вывесками, да. Ну, может быть, хозяин Кремля, он такой, как бы, ЗИС-председатель здесь. Но мы сейчас посмотрим, как вел себя господин Медведчук, вот хозяин этих так называемых СМИ, в эфире телеканала ТВЦ буквально недавно в Москве. По моему мнению, то, что произошло на Донбассе и в Крыму, это прямая российская агрессия. А вы как воспринимаете события 2014 года? Когда я говорю, что я Россию не считаю агрессором, то это не просто заученная фраза, потому что я езжу в Москву, веду переговоры, и у меня здесь много друзей. Я так говорю, потому что я считаю, что это объективная истина. И она заключается в следующем. В феврале 2018 года два социологических центра задали вопрос гражданам Украины: как вы относитесь к России? Так вот, ответ был следующим. 38% относятся к России плохо и очень плохо, а 45% хорошо и очень хорошо. 2 дня тому назад мы получили социологические исследования, которые говорят о том, что там, где плохо и очень, 32%, а там, где хорошо и очень, уже 47%. Позиция президента Российской Федерации, которую он неоднократно высказывал, и там, где вы ему удачно, в кавычках, задавали вопросы, он сказал о том, что Донбасс, неконтролируемая часть Киевом, является территорией Украины. Это официальная позиция МИД Российской Федерации. И это надо оценивать тоже в этом контексте. Поэтому, когда я перечисляю все эти пункты, я говорю о том, что я среди тех 47, которые считают Россию и относятся к России хорошо или очень хорошо. И поэтому термин «агрессор» и «Россия» для меня является пропагандистским штампом, но никак не реальностью. Ну, вот такое мы видели в эфире российского телеканала. И мы видим, что как сформулировал вопрос украинский журналист Роман Цымбалюк, находясь в Москве. А сейчас мы увидим того же персонажа в эфире телеканала Ньюсван и посмотрим, как ведет себя журналист украинский, находящийся в Украине. Смотрим. Любая позиция, о которой я говорил, русофобская, она вредит
тому, что мы можем получить в интересах государства Украины и украинского Но народа. вы знаете аргумент, реплику. Россия аннексировала Крым. Ну вот по поводу того, что вы говорите о том, что нам придется когда-нибудь выстраивать отношения. Реплика, которая звучит как контраргумент: Россия аннексировала Крым. Вы знаете, я вам хочу сказать, подобные реплики могут иметь место, и они есть. Я могу вам сказать, что Крым, согласно действующих законодательстве и Конституции, это Украина. Де юре это Украина, а де-факто это, к сожалению, Россия. Хотим мы с этим считаться, не хотим, но по факту это обстоит именно так. Да, у нас есть за что и какие высказывать претензии в адрес России. Ну, вот такой скользкий товарищ. В общем-то, понятно, что он говорит. А у нас на связи сам Роман Цымбалюк. Привет, Рома. Привет, Айдар. Вот мы сидим тут с Андреем Полтавой и с Мариной Даниюк-Ермолаевой. Вот, рад тебя бачити. Навзаим. Вот. Расскажи нам, пожалуйста, вот как тебе из Москвы, смотря, видится фигура Медведчука, насколько он связан с российскими политическими элитами и насколько каналы, вот эти подконтрольные ему и 112 News One, насколько они работают в русле российской пропаганды? Как ты считаешь? На самом деле Виктор Медведчук, он же не скрывает, что он в очень хороших отношениях с президентом Российской Федерации. Поэтому, наверное, на сегодняшний день у него единственный прямой контакт такой с российским богом, вождем, ну, как его тут сейчас иногда уже называют, даже в официальных средствах массовой информации. А по поводу вот этих украинских телеканалов, но они работают, по сути, в том же, скажем так, по тем же информационным, очень часто выдуманным точкам, как и российские. То есть сначала бросается какая-то вещь, начинают ее обсасывать с разных сторон, и на следующий день она появляется в Украине. И один из главных таких главных целей — это сделать вид, что ни Крыма, ни Донбасса нет. И давайте обсудим только внутриукраинскую политику, а Россия вроде как и ни при чем. Ну, то есть, вот это главное. Ну, то есть видно, да, что они одни и те же месседжи передают, что в России и сюда такие же забрасывают через эти каналы. Ну, здесь же, по сути, любое информационное событие в Украине, оно подается исключительно в негативном ключе, чтобы россиянин сделал единственный правильный вывод, что если не будете молиться на Путина, то будет Майдан, и придут американцы и заставят всех разговаривать на украинском языке. Вот. А, соответственно, вот эта группа пророссийских каналов в Украине, она, ну, как бы отзеркаливает эту же позицию. Я хочу, чтобы мы сейчас все вместе, Андрей, Марина и ты, посмотрели, очень хороший сделал ролик журналист «Украинской правды» Алексей Братущак. Он раскрыл, как некоторые СМИ в Украине, российские СМИ разогнали один и тот же фейк про главу Верховной Рады Андрея Парубия. И когда они выставили его, может быть, ты наверняка видел, поклонником Гитлера, хотя он совсем другое говорил, все вывернуто наизнанку. И как это все подавалось в украинском информационном поле этими каналами. Давайте посмотрим этот ролик журналиста Алексея Братущука. Спасибо ему. То по закону про всеукраїнський референдум в нас ще є дискусія. Я сам величезний прихильник прямої демократії, я колись навіть на науковому рівні тим займався. І, до речі, скажу вам, що найбільшим людиною, яка практикувала пряму демократію, це був Адольф Алойзович в 30-х роках. Ми повинні про це теж пам'ятати. І деякі країни ФРН зараз не використовує референдум взагалі, да, де і в Штатах теж, крім окремих штатів. Так. Тому що, власне, в ті 30-ті роки це були один з ключових способів, в тому числі і маніпуляції з ключових.
И Порубей, видимо, привычно уже для себя похвалил действия Адольфа Гитлера. Бондаренко в нашей студии. Ну, вообще, на самом деле, с катушек слетели, похоже, некоторые украинские политики, но здесь мы видим вполне достаточно. Референдумах, которые проводились в Германии в 30-е годы, вот, он решил показать, что Гитлер прибегал к такой норме, вот, и называл его демократом, вот, в данной ситуации. Ну, с этого момента и пошло и поехало. Вот, и, соответственно, политики разделились на два лагеря уже. Поэтому нужны неонацистские формирования для террора. А поэтому им нужно доказывать, что они правильные, хорошие, что правильно. И поэтому они вынуждены оправдывать фашистскую идеологию. Все предельно политически технологично. Буквально только ответить. Предельно ясно. Я буквально... телевизионном эфире. Ясно. Нет, буквально одно предложение. Но я считаю, это не безвинные вещи, не невинные вещи. Потому что, как сказал один поэт, слова уходят и приходят, атмосфера остается. Поэтому надо очень быть осторожным, фильтровать. Где, простите, мировое сообщество, которое, я не знаю, где Ангела Меркель, через которую вы пытаетесь попасть и в НАТО, и в Европейский Союз? Она в обморок должна упасть от таких заявлений, а Порубий, уж я... Сказать, что сегодня эту нацистскую практику использует Путин. Как агрессор, с помощью этой практики он проводил референдум в Крыму и в Донецкой и Луганской областях. И в Крыму, и в Донецкой, и Луганской областях. Российский агрессор использует нацистские методы для оккупации и агрессии против Украины. Ну, во-первых, конечно, в очередной раз мы увидели мастерство переобувания. Я, говорит, Гитлера люблю, а Путин агрессор. Нормальная логика. Да, вот, при этом... Порубий сказал следующее, что надо изучать и внедрять в Украине прямую демократию, носителем которой является Адольф Гитлер, которого он научно изучал и которого надо теперь признать героем. Я считаю, что, если вы не знаете, нет, что надо изучать Гитлера, что он за прямую демократию, которую он изучал, и что Гитлер это большой пример для нас всех. Во-первых, я... Друга офіційна обличчя держави допустив пряме порушення закону про заборону нацизму в позитивному плані, згадавши керівника Третього Рейху. Почему они не выносят предупреждение каналу ICTV за то, что на их канале человек пропагандирует лидеров нацизма, осуждает? Люди, когда вспоминают о Гитлере или Сталине и хвалят их, они просто думают, что эти все репрессии их бы не коснулись, что они бы... Каву заяву в лапках зробив спікер Порубій. На вашу думку, як в принципі таке може статися в країні, тим паче, яка є однією з найбільших жертв фактично гітлерівського режиму? І друге, які би були наслідки за таку заяву в європейських країнах, до яких ми так сильно прагнемо? Если в нашем государстве что-то и ассоциируется с нацизмом, то это в первую очередь сам Порубий лично. Ну вот смотрите, мы видим весь ассортимент российской пропаганды. Абсолютный фейк, стопроцентная ложь, да, которую транслирует сначала российское телевидение, потом подхватывает каналы News One 112 и потом Рабинович, Добкин и Бойко. Говорят хором одно и то же, как будто им просто смс-ку прислали, ну, что значит говорить. как будто? Да. Мы понимаем, что не как будто. Конечно, работает целый отдел, который постоянно анализирует такие проколы наших политиков, а может, ну, любые фразы, которые перекручиваются, гипертрофированно раздуваются. И так делается вообще со всем. С нашими победами. Победы замалчиваются, либо
ну, ничтожно, до ничтожных абсолютно сводится пустяков, а наши какие-то поражения, высказывания раздуваются гипертрофированно. Это вообще нормальный прием, я не знаю, что вас удивляет в этом. Это один из примеров, который разобрали. А таких примеров миллионы. И почему сейчас, вот я так понимаю, претензии у многих людей к каналу 112 и News One, то, что завуалировано, конечно, так и работает пропаганда. 80% времени может быть даже канал транслировать там людей в вышиванках, и все прекрасно, и мы за Украину, но в нужных местах вот эти главные 20% в определенное время встраивается в мнение людей определенная пропаганда, так как им скажут. А политики, конечно, подыгрывают, это очевидно. Ну, это просто такой кейс, на мой взгляд, очень красноречивый. Сейчас я попрошу прокомментировать Марину, где все прям по полочкам лежит. Вот тебе источник, вот тебе трансляторы, вот тебе комментаторы. Да, говори. Тут насправді не треба і проколів шукати, тому що я от аналізую роботу цих всіх хлопців щотижня для своїх ефірів, і зокрема із програми 60 минут, це от у мене базове, що треба обов'язково подивитися з російської пропаганди. Да, вони чіпляються за слова, їм не треба шукати проколи. От минулого тижня мені сподобалось, як в російських ЗМІ, абсолютно у всіх топових їхніх політичних шоу роздавалося наступне. От взяли вони реальну українську перемогу, коли Турчинов відвідав завод Малишева в Харкові, і там за участю президента передали 16 танків БТР на фронт. Відремонтованих, класних, ну тобто там любо глянути. В результаті оця парочка ведучих 60 минут видала це наступним чином з формулюванням «Ужас! Украина готовится к войне с Россией». Да вы что? Да, танковые заводы загружены оборонными заказами. Це ж реальна перемога для нас. Типу Турчинов, он не только там типа кровожадний баптист, но і хоче убивати людей. І далі вони от для посилення цього меседжу взяли, значить, синхрон хлопця, атовця, колишнього атовця з Азову, який там проводить десь у себе в провінційній школі уроки мужності, значить, там займається з дітьми спортом, і, значить, наклали на його інтерв'ю, типу, закадровий голос, що начебто оцей хлопець поміж заняттям спортом розказує, як правильно вбивати росіян. Або ще за тиждень того, пам'ятаєте, коли Петро Порошенко в нас відвідував Генасамблею ООН і відмовився якраз спілкуватися з російським журналістом, це була перша частина, тому що російська пропаганда зняла продовження цього сюжету. Значить, цей самий журналіст стояв посеред коридору, зняв двері російської делегації, а потім, значить, таки зробив проходку по цьому залу, знайшов килим, який в якомусь році подарувала Україна ООН, і сказав: ну, понимаете, хотя вот президент и не захотел с нами общаться, хотя он и думает по-русски, потому что он отвечал нашему корреспонденту на русском языке, все равно Украина и Россия вместе, потому что ковер, значит, украинский висит недалеко от зала, где заседают вот российская делегация. Логика, конечно, железобетонная, просто для фотошоу не подходит. Да. І от ми железний аргумент, і от продовжуючи, ми дивилися, от як реагують на наші умовно журналісти з News One 112. От ми побачили цю красиву брюнетку, як ви там сказали, з губами. Я такого не говорив. Ну, там за кадром трошки було. Ну, на неї всі так реагують, насправді. Це от приклад людей з когорти нових журналістів, які люблять себе в мистецтві, які хочуть от працювати в кадрі незалежно, буде Україна незалежною чи федеральним округом Росії, і відповідно їм абсолютно пофіг, що їм присилають зверху, які темники от озвучувати суфлери, тому що тут у них клепки абсолютно немає. І от тому немає абсолютно дивного, що в ефірах фактично дублюють російські меседжі. А от Андрій ще от сказав, що в ефірах можуть бути 80% людей у вишиванках і 20 людей не в вишиванках, які продукують необхідні меседжі. І я поміняла ці дані місцями, тому що зараз на News One 112 ходять в основному експерти, які продукують проросійські, прокремлівські меседжі. А для того, щоб і це робиться абсолютно спеціально, тому що їм
треба оцю когорту, яка працює на Росію, на Москву, виставити поміркованими, розумними, просунутими, демократами. А натомість, щоб виставити українців клоунами, вони запрошують туди якихось там третьосортних колишніх свободівців, якихось там депутатів невдах, колишніх скликань, влаштовують їм там, значить, жаркі ванни, виставляють їх, значить, ідіотами, запрошують якогось барну, який несе чергову фігню якусь. І на фоні цього от реально виглядає, що ті, хто за Росію, у нас молодці, демократи і умнічки, і няшки, а от ті, хто там прийшов у вишиванках і в оселецях, ну дурні. Классная речь. Вообще, Не, мне кажется, у нас в эфире крупнейший аналитик, я просто до этого не знал. Я буду иметь в виду это. Ну, щоб ви знали, я реально, я для проєктів своїх телевізійних, я мне очень жаль тебя, аналізую. конечно, что ты вынужден это смотреть, но ты это делаешь для Родины. Вот. Рома там смеется у нас в скайпе. Я попрошу его снова вывести нам на экран. Ром, собственно говоря, я звал изначально Андрея Марину, чтобы поговорить о вот этом вмешательстве России в сетевые всякие дела, как то YouTube, где одним из крупнейших вообще блогеров, видеоблогеров является Андрей, по-моему, крупнейший вообще украинский блогер, да, но тоже достаточно читателей у Марины в Фейсбуке, и вот Андрея забанили в очередной раз, но я уже вообще из банов не влезаю, у меня все забанено абсолютно, да, как будто я детское порно публикую, вот, значит, и тебя банили недавно тоже на месяц и так далее. И как ты видишь эту картину вмешательства вот этих троллей кремлевских в Facebook и в YouTube, тем более, что ты тоже известный видеоблогер, у тебя очень много подписчиков и тебя смотрят. Ти знаєш, в мене таке враження, що зараз використовуються якісь програмні засоби для того, щоб фактично альтернативна непроросійська думка не звучала в ефірі. І от, наприклад, я там не позиціоную себе як відеоблогер, але блогік в мене є. І останній час виникає така річ, що відео, коли ти завантажуєш, YouTube одразу відключає монетизацію. І тут питання не в грошах, а в тому, що відео автоматично не просувається в YouTube, і воно фактично не має шансів потрапити в топ-відео. Тобто, іншими словами, якщо колись монетизація була і її немає, кількість переглядів може різниця бути там в 2, в 3, іноді в 10 разів. І тому це дуже цікаво. І що важливо, що дійсно в правилах YouTube вказано, що теми, які стосуються політики і так звані неоднозначні питання, вони можуть не монетизовуватись. Але цей алгоритм, він не працює по відношенню до осіб, які висловлюють проросійську точку зору. Вот сейчас мы как раз на экране показываем профили украинских и проукраинских и антироссийских публицистов, которые были забанены. Но только то, что вот я вспомнил, тут даже и политики украинские есть. Я думаю, что в принципе в 10 раз больше они забанили людей, но в 5 это точно. Просто мы не всю информацию узнал, что Андрей забанен только недавно, вот из его слов. Это перманентное состояние, у меня несколько каналов, и их периодически банят. Ну, прилетают страйки, так что полностью удаляли, последний раз удалили у меня канал в прошлом году, там было 17 тысяч подписчиков. Сейчас в основном это страйки, так называемые жалобы, которые очень ограничивают функционал. Ты не можешь проводить прямые трансляции, у тебя снимают монетизацию. Хочу еще сказать, что в YouTube есть целый перечень стоп-слов, так называемых. Допустим, даже начиная при загрузке файла, YouTube анализирует название файла, если там встречаются стоп-слова, ну, например, там Путин, война, там еще что-то, уже этот файл... это стоп-слова? Это Путин, стоп, война. ну, за Путин точно знаю, и много других слов, которые являются там стоп-словами. Уже тогда это видео сразу же снимается с монетизации, проводится дополнительная проверка, что это, и возникают сложности. Поэтому лучше файл называть, если вы, Роман, заливаете там «Жизнь прекрасна», и это уже как бы проще. Потом можно переименовать как... Ну, есть много... Приходится изворачиваться с YouTube. Много очень ограничений, прилетают тоже. Ну, то есть постоянно. они там дежурят, да? Такие там ребята? это постоянно. Нет, да. ну, дежурит сам по
себе сам механизм Google, YouTube. Роман правильно говорит, ну, мы должны понимать, YouTube это платформа, где кто-то зарабатывает деньги на просмотрах, в том числе и авторы, и в том числе и сам YouTube. Если видео не монетизируется, оно YouTube не интересно. Конечно, он продвигает в первую очередь то, на чем он может заработать. Соответственно, если у вас нет монетизации, все правильно, с меньше просмотров. Вообще продвигают больше всего видео в топ, это лайки и комментарии, даже не просмотры. Поскольку от моего видео, последние мои 2 трансляции, которые посмотрело ну, сравнительно немного, там 200 тысяч человек, но там было 30 тысяч лайков и 36 тысяч дизлайков. То есть сейчас уже мои видео, видимо, понравились кремлеботам, и они ходят их смотреть. Дизлайков только тролли могут дать. Должен никто. сказать, что YouTube не показывает даже эти все дизлайки, их вижу только я. Он понимает, что это накрутка уже даже, и он показывает, по-моему, порядка 6 тысяч. Но я приводил 2 скрина со своей специальной программы, ну, которая от YouTube, и то, что видят зрители, то есть YouTube понимает, что это накрутка. То есть во время твоих эфиров сидят, бросают ссылки этим каким-то фермам ботовским, да, и они просто и такое есть. Это видно даже по количеству зрителей. Вот идет у меня график, как подсоединяются зрители. Ну, ты начинаешь эфир прямой, вот они подсоединились, и потом в середине эфира идет всплеск зрителей, и потом он пропадает вот так. Потом еще раз всплеск. И вот это дизлайки заходят, поставили, ушли. Ну, а после видео, тем более, там скачкообразно это возникает. То есть обычно аудитория так не реагирует скачками. А тебя теж банили в Фейсбуці? Мене банили минулого року, цього року, і в 2017 році, в серпні, коли я випадково дивилася якісь там новини російські і побачила пряму трансляцію, яку вела от їхня кореспондентка Анна Курбатова на День Незалежності із Хрещатика, ну, я, звісно, зробила скріншот, написала там в СБУ, тегнула Гітлянську. І через тиждень цю журналістку видворили СБУ із країни. Там був великий, типу, хайп в Росії. Свобода слова. Свобода слова. Вообще, вот это, значит, курва Данилюк, Марина Данилюк-Ермолаева, значит, вот это выдворила. Написала донос на нашу журналістку, там, значить, мій фейс крутили, ну, значить, по всіх російських шоу. Через цю історію мене банили потім регулярно, і мені довелося серйозно почистити коментарі, старі дописи, де от були там якісь навіть матюки, тому що були випадки, коли банили на тиждень і на 30 захотят, днів. забанят. Да. Это, мне кажется, найдут за что. Чесно кажучи, я б тут не акцентувала сильну увагу, тому що нам боляче, тому що ми там блогери, ми певну популярність маємо якраз через YouTube, через Facebook, але насправді от наша країна, вона лишається глибоко телевізійною, тому що от всі соціологічні опитування, які это роблять правда, хороші но контури. это правда, конечно, но все Ну, равно... на жаль. Ну, слушай, ну когда банят по 20-30 аккаунтов ведущих журналистов с общим количеством читателей там под 100, под миллион человек, это, наверное, имеет значение, да? Це має значення, але, блін, це теж має стимулювати журналістів і топ-блогерів, і лідерів думок не сидіти виключно там, да, на Фейсбуці, а ще щось думати. Тому що, на жаль, я часто стикаюся, да, коли реально круті люди, які роблять щось, не хочуть ходити на телевізійні ефіри. Тобто, фактично, вони не хочуть себе відкривати набагато більше аудиторії. Ну, я хочу, але не всі запрошують. Дякую вашому каналу, до речі, да, що запросили. Будешь в Киеве, заходи. Да, просто Андрей Полтава, да. Не просто так Полтава, он из Полтавы. Да. У меня еще последний вопрос есть к Роме Цымбалюку, который находится у нас в Мордоре. Ром, а насколько вот ты действительно такой фейсбучный, ютубный человек, вот насколько серьезные силы Россия бросает на вот эту борьбу с проукраинскими аккаунтами, блогерами, журналистами, видеоблогерами и так далее? Насколько это все серьезно? Потому что это на самом деле не шутка, мне кажется. Ні, ну ми про це говорили, про систему, яким чином роблять, щоб відео не просувалося, і от не дивилася велика кількість людей. Але, як на мене, росіяни працюють комплексно, і з одного боку здається, що президент Росії тримається в першу чергу на телевізорі, але в сучасних засобах масової комунікації вони теж дуже активні. І, по суті, всі ті речі про те, що Путін найсвятіша людина на світі, вони так само просуваються в соціальних мережах, в Ютубі і так далі.
Тому тут немає нічого дивного, і треба усвідомлювати, що це комплексний підход. Скажи, а с нашей стороны ты видишь комплексный подход в борьбе с этим? В сети, в Ютубе, в Facebook? Справа в тому, що у нас таке в принципі неможливо, тому що такі механізми, як в Росії, вони притаманні виключно тоталітарним державам, де є фактично монополія на інформацію. І навіть проаналізувати всі так звані ліберальні чи опозиційні російські засоби масової інформації, на кшталт телеканала «Дощ», який каже, що Крим – це Росія, і так далі, і проаналізувати власників і інвесторів, то, по суті, це все держава. Починаючи від «Ехо Москви», де, здавалось би, можна подумати, почути такі слова, як анексія та окупація по відношенню до українських територій. Але якщо врахувати, що це такий засіб для того, щоб стравлювати пару, а з іншого боку створювати умови, щоб якийсь дядько прийде з Європи, а йому скажуть: ось, будь ласка, у нас є опозиційний засіб, можете сказати, що Путін не святий, що він рідіска. Але ви підете, ми потім виправимо, ми додамо інших думок, ми ж працюємо за канонами BBC. Ось і все. Тобто ми не зможемо зробити таким чином, як у них. Тому що тоді у нас має бути гетьман, і всі будуть зобов'язаними йому поклонятись. Ми почули твою думку, і ми продовжуємо тут дискусію. Тобі ми дуже вдячні за те, що ти долучився до нашої дискусії. Доброго вечора тобі в Мордорі. Слава Украине! Героям слава! Ну вот я у Романа спросил, и вот тебе, Андрей, хочу задать вопрос. Ну вот такой ответ, он на самом деле очевидный, что да, мы не можем так системно работать, но что с этим делать? Как мы должны с этим бороться? Потому что это, на мой взгляд, только начало. Они только начали. Это массовые баны, массовые жалобы. Противодействие со стороны Facebook и YouTube они не видят, как бы наоборот, либо молчаливые подыгрывания, либо, может быть, даже активное какое-то неприятие украинской позиции тамошними модераторами. Это все не смешно, они просто изменят картину и не только в телевидении, о чем вот Марина говорит, но и в социальных сетях. А это важно, они в Америке это делают. Что нам делать? Ну, можно делать, допустим, то, что мы уже сейчас вот сделали. Как минимум, некоторые рупоры Кремля, которые явно ведут деятельность антиукраинскую, вот, например, как 112 канал и Ньюзван, смогли же проголосовать петицию и обратиться к Верховной Раде. Это ты помог, насколько я понимаю. Ну и мы тоже, я не могу сказать, что это прямо только наш результат, разумеется, все приложили к этому активные граждане свои усилия, и Верховная Рада сейчас вот пытается отреагировать, или даже отреагировала, да, каким-то постановлением, что будут разбираться, в чем же там проблема с этими каналами, почему 25 тысяч человек считают, что они несут дезинформацию. Ну, сразу же, конечно, поднимается вопрос о свободе слова, о ущемлении, но я хотел бы, чтобы мы не путали свободу слова с дезинформацией, подрывной деятельностью страны, которая воюет с Украиной, из-за которой погибло уже больше 11 тысяч украинцев, которая аннексировала Крым, развязала войну на Донбассе. Поэтому ну, не нужно расценивать, что это ущемление свободы слова. Если вы, я так понимаю, соответствующие службы разберутся с этими каналами в том плане, что проанализируют их деятельность, если там не будет ничего такого замечено, хотя, ну, люди же мы не зря. один пример только рассмотрели. Да, Извини, ну, это я так, дадим им шанс, да. Если ничего нету, то, пожалуйста, вам нечего беспокоиться. Мы сейчас к телевидению вернемся, сейчас вот Марина что-то как минимум нужно ограничить рупоры влияния. Но мы со своей стороны... Что? Facebook и YouTube, скажи мне, вот они там беспредельничают полностью, могут завалить любой аккаунт, прямо сейчас сядут и завалят любой. Ну ты все равно в бане, я все равно в бане. Да. Кстати, они вытаскивают двухгодичной давности, ты можешь когда-то там написать плохое слово, так сказать. Поэтому я скрыл свои предыдущие посты, там... Ты что, всю ленту прошерстил? Там есть прямо функция в Фейсбуке, кому это интересно, нажмите «Скрыть посты предыдущие». Это очень помогает, поскольку вытаскивают годичной, тебя только выпустили из месячного бана, тебе прилетает еще один. Да, у меня просто, такая история. Да. Вот, просто там есть прямо функция скрыть предыдущие посты, и ты просто свежие, контролируй,
каждое слово написанное. То есть банят в основном за стоп-слова, опять же, там список мы их знаем. Но это опять, это формальный повод. На самом деле банят за то, что ты... За то, что ты проукраинский, это же все, очевидно. Да. Это просто придирки. Я не слышал, чтобы вообще россияне сильно жаловались, что их там в Фейсбуке банят. Я вообще ни разу не слышал. Ни разу, да. Скажи, вот да, так, ни это разу. сейчас Нет, наоборот, вот мое ощущение, что, допустим, ну не будем называть его, хотя бы назовем, ну Шарий, вот этот блогер, да, такой ледокол пропаганды, за которым тянутся все россияне поменьше. считают его украинским блогером. Но маскировать мы можем под Мне что там угодно, пишут, да. я как только получил, ну сейчас вот получу это звание блогера номер 1, там сразу мне написали, какой ты блогер номер... Шарий, Анатолий Шарий, это да, лучше. Да, его, у меня есть ощущение, что это, ну, там просто несколько искусственно, во-первых. Во-вторых, он опять гость Ньюсвана, гость 112, ну, постоянно. Совпадение? Да. Ну, не да, думаю, да? Такое совпадение, да. Ну, на що... Там не тільки він тепер регулярний гість Ньюзвану, там і дружина його регулярний гість. Кстати, да, они уже семейным подрядом работают. Тому буває так, приходить якийсь умовний патріот, і поки він там сидить, склавши руки в вишиваночці, паралельно включають і Шарія, і його дружину. А якщо говорити про соціальні мережі, про Фейсбук і про Ютуб, тут я вважаю, що треба, мабуть, організуватися і написати ще одну петицію, але вона вже має бути спрямована до Міністерства інформаційної політики, тому що не раз піднімалося питання, що Міністерство інформаційної політики, у якого бюджет там майже буде під мільярд, має щось з цим робити, щоб не блокували топових українських блогерів. Наприклад, що? Ось, які твої пропозиції? Щодо цього. Щоб не блокували? Так, ну що вони, ось як сформулювати текст цієї петиції? Ну, дивіться, в нас тут пан Золотухін часто приходить до мене на ефір і каже, от скільки ми там... Це замміністра. Да, от скільки ми банерів повісили, от скільки ми розказали, що Крим – це Україна, от ми там зробили нову рекламу, але кирилицею вона читається і бла-бла-бла. І починає жалуватися. Мабуть, жалуватися не треба, тому що проукраїнські блогери фактично роблять левову частину роботи, яку мало виконувати МІП. І є у нас, слава Богу, здорові люди, які там не лише там облизують якихось там улюблених представників влади, а і роз'яснюють дуже чітко людям, що, де, як. І якщо от журналісти згаданих нами каналів не можуть нормально пояснити, що мав на увазі Віктор Медведчук, то блогери, на щастя, є такі, які розкладають, тому що їм, в принципі, не байдуже, де жити сьогодні. Отже, МІП, стосовно Ютубу, там взагалі у нас ситуація складна, тому що, по суті, в нас немає українського сегменту Ютубу. Так і Фейсбука нет, извини, пожалуйста. Вона правду каже. Справа в тому, що ми не створюємо україномовний контент. Так, я чому скажу? Тому що в Фейсбуці у нас є ядро, яке об'єднує там журналістів, політологів, аналітиків, волонтерів, активістів, які, в принципі, діють як таран. А що стосується Ютубу, Ютуб у нас російськомовний, треба чітко зізнатися, що молоде покоління, воно не дивиться телек, воно сидить на Ютуб-каналах. Це так. І дивіться, які там у нас дуже популярні канали Ютубу в Україні. От Андрія дивлюсь, от там Надя Дорофєєва веде якийсь там свій блог. Ну, небагато. Ну, до речі, це дуже різні аудиторії. Це дуже різні аудиторії. Я як для політичних каналів, в мене доволі великі, але є канали з мільйоном підписників, які на іншу аудиторію Натомість, направлені. Російський Ютуб, він дуже широко розвинений, в нього велика аудиторія. Там можна знайти продукт, якісний продукт на будь-який смак. Там можна знайти якісь там фешн-блогери, як... Говорити про це не будемо, ну це інша справа. І от як Дудя, якого інколи самому дуже цікаво переглянути, тому що насправді от такі люди, як Дудь, дуже чітко просувають проросійські меседжі, тому що він фактично в кожному інтерв'ю там задає питання, а Путін красавчик? Да, но у нас на связи опять из города Мордора, но не совсем мордоровский человек, мягко сказать. Это адвокат Марк Фейгин. Здравствуйте, Марк. Приветствую. Или ты уже не адвокат, тебя же лишили уже. Но от этого ты не стал менее активным политическим человеком, но в том числе защищает Романа Сущенко, как общественный защитник, журналист Романа Сущенко защищает Марк Фейгин. А еще Марк знаменит, кроме всего прочего, тем, что он вел и ведет большую войну с этим кремлевским блогером, видеоблогером Шарием, и знает, как работает YouTube вот, с такими, так сказать, политическими делами. Вот расскажи нам все, что ты знаешь о
о том, почему в YouTube настолько широко распространяются пророссийские думки, да, и настолько зажимаются. Вот у Андрея Полтава, у него там уже 7 аккаунтов, прежде всего банят, не банят и так далее. Вот что ты знаешь про вот это YouTube, работу с русскоязычным вот этим сегментом? Ну, если говорить на YouTube, мне кажется, это в той же степени касается Фейсбука во многом. Надо сказать, что русскоязычный его сегмент не случайно абсолютно контролируем Кремлем. Прямо конкретно Кремлем. Ну, можно говорить о том, что штаб-квартира YouTube, вот мне ее видно из окна, это гостиница «Балчуг». Она находится прямо рядом с Кремлем. И весь став YouTube, да, об этом говорили многие, Камикадзе Ди, известный блогер, Саша Сотник и так далее, специально исследовали как раз проблему, скорее вот алгоритмическую, значит, как происходит контроль за политическим сегментом YouTube, и вполне себе доказали то, что, значит, оппозиционные блогеры банятся, а, так сказать, прокремлевские почему-то получают, значит, массовую поддержку. Фактически через видео, выведение в топы, значит, через лайки и так далее. Почему это происходит? Два способа давления. Не говоря уже о целых фабриках, бота-фермах. Это там Пригожинская, ряд других, у Рыкова такая же есть, некого такого из газеты «Взгляд», бывшего депутата. Дело в том, что Роскомнадзор является важным элементом давления на американские, я подчеркиваю, американские социальные сети. Я лично встречался в свое время в Вашингтоне с вице-президентом Твиттера Корвеллом, да, это было года 2,5 назад, еще в период защиты Савченко, и разговаривал с ним об этой проблеме. И он спрашивал меня, это его была инициатива встретиться при помощи Кенноновского института, как мне защититься, как Твиттеру защититься от требования в соответствии с российским законодательством от предоставления личных данных, персональных данных, то есть перенос серверов в Россию со всем этим массивом данных, значит, которого требует закон, принятый и контроль за которым возложен на Роскомнадзор. Ну, тогда я дал ряд юридических советов, но это не значит, что проблема снялась. Та же самая проблема у Гугла с YouTube, да, YouTube принадлежит Гуглу, штаб-квартира в Вашингтоне, помимо, значит, собственно, западного побережья. То же самое происходит с Facebook. Фактически это договоренность между Кремлем и руководством этих компаний о том, что в русскоязычный сегмент они не лезут. Он отдан на откуп российским, подконтрольным России, значит, соответствующим стафом, значит, русскоязычным стафом. Естественно, вы же видите, умудряются контролировать чуть ли не общественное мнение в Америке, чем серьезно занято в англоязычном сегменте американской администрации. Если вы видите, там даже дела возбуждают на Пригожина и лиц, которые инициировали дискуссии в период выборов Трампа, значит, к ним предъявили обвинения. Это ряд лиц, которые на английском пишущих лиц из бота-фермы Пригожина. Вот таким же вниманием русскоязычный сегмент полностью обделен. То есть отдано на откуп. Я думаю, это некий договор чисто финансовый о том, что мы платим вам деньги, но вы не лезете в эту огромную, почти 300-миллионную аудиторию русского, значит, что YouTube, что Facebook и так далее. И получается, что американские социальные сети, русскоязычный сегмент контролируется самим Кремлем. Именно из-за этой материальной договоренности. Марк, вот буквально вчера, когда я всю эту информацию переваривал, анализировал и так далее, у меня родилась такая гипотеза, я хочу, чтобы ты ее прокомментировал. Какое-то время назад, год или полгода, мы слышали очень много разговоров о том, и Роскомнадзор, так извините, наезжал на YouTube, на Facebook с требованием поставить серверы в России и давать личные данные. И были угрозы закрыть. Не дадите, закроем. Не выполните, закроем. То есть закон как бы железно такой. Действительно должны были закрыть и Facebook, и YouTube. И вдруг эти разговоры пропадают. Я не вижу ни одного заявления Роскомнадзора относительно Facebook и YouTube. И в то же самое время осуществляется зачистка благосферы от проукраинских, антироссийских блогеров как там, так и там. И то есть это игра в одни ворота, да? А с той стороны жертв нет, как бы совсем, со стороны российской пропаганды. Как бы ты это прокомментировал? Действительно ли такое молчание Роскомнадзора – это обмен на лояльность этих двух социальных сетей, скажем так? Ну, я выражу свою точку зрения, я думаю, так оно и есть. Инструмент, рычаг этого давления, значит, на эти социальные сети – это гигантские компании, это не просто какая-то социальная сеть в интернете.
Это многомиллиардные обороты, вы понимаете, и многосотмиллионные прибыли. Я повторяю, даже на пространстве 1/8 части суши, или там 1/6, там, если говорить о более широком русском сегменте, он же не только в России, он и в Украине, он и в бывших советских республиках, отчасти даже и в Европе, там, где есть русские общины значимые. И, конечно, я считаю, что это был рычаг давления, чтобы договориться с руководством этих компаний, чтобы им этот лакомый кусок остался. Это действительно гигантская аудитория. Вот. Я напомню, что есть firewall, значит, в Китае, где очень ограничены возможности того же Google, Facebook и так далее. Но даже и там Google работает. И там договаривается с Китаем, понимаете? А что уж говорить с Москвой? Москва куда более либеральный с их точки зрения партнер. И я думаю, что, конечно, договоренность негласная заключается в том, что мы не закрываем, не требуем от вас перевести эти сервера в Москву, но вы предоставляете нам полную возможность контроля за русскоязычным сегментом социальных сетей, ну, в частности, Facebook и Google. С Твиттером там чуть более сложно, потому что у них нет русского стаффа в Москве, но там тоже есть какие-то понятийные договоренности, но он по-другому работает, Твиттер, конечно. Там правила более либеральные, скажем так. И совсем короткое уточнение. А став русскоязычный Фейсбука где сидит? Вот насколько твоя информация, раз ты в эту тему вдавался. Где? В Москве тоже сидит. Тоже, да? Угу. Да. Спасибо большое, Марк, что подключился к нашему эфиру. У нас не так много времени до конца остается, буквально 5 минут, но Марк Фейгин предельно кратко, четко и ясно объяснил свою точку зрения. Сейчас мы обсудим ее с Андреем и Мариной. Спасибо, спасибо, Марк. Ну вот, в общем, я кратко хочу прокомментировать, подтвердить его слова. Такой никогда не рассказывал, вспомнил. В прошлом году, когда удалили мой аккаунт и активно добивали те, которые есть, мой товарищ в Израиле, он выкладывал мои видео абсолютно все. Его не банили, потому что его модерировал, как он называл его там, Джек или как-то из США. Он с ним переписывался, его персональный менеджер, и он постоянно с ним вел связь. И какое-то время его не трогали, поскольку все, как он говорил, мой друг, модератор этот, отбивает эти все страйки. Потом он со мной связывается, говорит, тут, в общем, кошмар, мне все-таки накидали страйков, я не могу выкладывать, и пытаюсь связаться с этим товарищем. Он говорит, как, россияне кинули, ну, не убирают их. То есть мы пишем, почему, они даже не отвечают. То есть они, российский офис Ютуба, он не идет на контакты, даже не отвечает, почему они это делают. То есть это вот то, что отдали на откуп, то, что сейчас они контролируют российскоязычный, русскоязычный сегмент, а это входит Россия, Казахстан и Украина. Угу. Ну, соответственно, ну вообще все русскоязычные видео, я так понимаю. Треба створювати український контент, як мінімум. Ну, это как бы, понимаешь, это как, вот как оккупировать Крым и Донбасс? Надо поднимать украинскую экономику. Нет у нас на это времени. Да, понимаю, да. Понимаю. И заключительное слово, 1,5 минуты у нас, это, конечно же, мудрейшая Марина. Я, мабуть, трішки скажу про шарія. Знаєте, от у нас є класична українська традиція от знаходити личинку чужого, вирощувати його в оце страховисько і потім уперто і наївно з ним боротися, поки нарешті всі не загинуть, або не загине все людство. От так само сталося і з шарієм. От я дуже люблю, коли спершу ми говоримо про якусь там людину, чи особу, чи канал, треба дивитися в минуле. От як з'явилися NewsOne, наприклад, на інформаційному полі? У 2014-му, коли почалися виборчі кампанії в штабах, от у українських політиків є така звичка. Вони не читають, що там про них пишуть у ЗМІ, чи вони не віддивляються сюжети, які про них знімають телебачення. В них головне питання, от в топі в спікерів, скільки камер прийшло на мою прес-конференцію. І от тоді почав з'являтися мікрофончик NewsOne. Ну, їм треба привикати к камерам, я вважаю. Так, почав з'являтися цей мікрофончик, його рахували, його там, ну, хай приходять хороші якісь люди, а вони зростали, вони собі, значить, поруч із великими топовими ЗМІ, вони собі набирали вагу. І в результаті там почалася виборча кампанія, до них на перші ефіри почали ходити майбутні політики, депутати, впізнавані обличчя. І так його почали розкручувати. Та ж сама історія з Шарієм, от згадаємо, що це була за людина. Це журналіст, який собі набув впізнаваність на тому, що працював він на зливах тривалий час в Україні. Потім сталася ця сумнозвісна історія зі стріляниною у Макдональдсі. Його, значить, захищав Віктор Уколов. І в результаті ми маємо те, що маємо. І тепер, я думаю, Віктор Уколов теж інколи страждає, коли Шарій знімає черговий блог про криваву українську владу і Петра Порошенка в тому числі.
Бесконечная тема, можно обсуждать очень долго, и я думаю, что до выборов точно уже мы к этой теме еще не раз вернемся. Я очень благодарен и Андрею, и Марине за то, что пришли. Спасибо. Очень знающие люди, Спасибо за понимающие в теме, не пустые, не болтуны, не эксперты, як кажут, а реальные действующие лица. Да. Смотрите АТР, у нас бывает интересно.